Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Настраиваемся на плодотворные, добрые и позитивные новости на этот предстоящий день. А чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Новый день с вами встречаю я желаю всем доброго утра. Вот о чем мы сегодня вам расскажем. На календаре 3 февраля, а это значит, что бык холода постепенно ослабевает хватку, в Якутии немного отступают морозы, а весной самое время заняться скалолазанием. Сегодня мы поделимся рецептом вкусных и воздушных сырников. Готовьте вместе с нами и делитесь своими рецептами. Для кого металлолом, а для кого история? Петербургский коллекционер реставрирует советские автомобили и мечтает открыть интерактивный музей ретро-автомобилей. По утрам сотрудник УФСИН, а вечером танцует танго. Мы продолжаем рассказывать о интересных участниках танцевального проекта «Танцуй». Нешуточные страсти, интриги и слезы проекта в конце нашей программы. Ну и напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и всегда готовы к обратной связи. Связаться с нами вы можете по телефону 8 914 273 44 88, а также через телеграм-канал. Узнавайте последние актуальные новости, ну и, конечно же, участвуйте в интерактивах. А прямо сейчас самое время узнать информацию о погоде. По данным на 6 часов утра, температура воздуха составила в центральных районах 34-39 градусов со знаком минус. В заречной группе 39-43 ниже 0. В южных минус 20 в Алдане, минус 21 в Нерюнгри. В Вилюйской группе от 23 до 36, в Нижнеленских 35-38, в западных минус 17, минус 23 градуса. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 21, минус 46, в Янских теплее всего, в Депутатском минус 31, холоднее в Батагай-Алыта минус 47 градусов. На северо-западе минус 24, минус 33. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 41 градус мороза, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают небольшой снегопад, местами туман, ветер северный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду, и днем столбик термометра зафиксирует температуру воздуха на отметке 35-37 градусов ниже 0. На календаре 3 февраля и американцы отмечают очередной кулинарный праздник – Национальный день морковного торта. Это может показаться шуткой, однако в США блюдо с использованием моркови имеет собственный праздник. Морковь начали выращивать в Афганистане, и сегодня выведено более 60 сортов моркови. Причем сначала ее выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян, которые добавляли в еду и использовали как лекарственные средства. О других не менее интересных датах и событиях прямо сейчас. На календаре 3 февраля. Сегодня отмечают День морковного торта. Ночь Рагаиб у мусульман. Этот праздник – ночь бракосочетания родителей пророка Мухаммеда. Отмечается ежегодно мусульманами всего мира в 7-й месяц лунного календаря, именуемый Раджаб. Месяц этот священен для мусульман и является праздником милости и прощения. По народному календарю – Максимов день. Максима в народе называли утешителем. Считалось, что он помогает людям в бедах. Ему молились о заступничестве за вдов и сирот. Каждый человек в Максимов день должен был вспомнить добрым словом всех, кто когда-либо приходил ему на помощь, а по возможности и отблагодарить их делом. В этот день Иван Грозный учредил опричнину. Опричнина – период в истории России, обозначившийся государственным террором и системой чрезвычайных мер. Советская станция «Луна-9» впервые в мире осуществила мягкую посадку на Луну. Открылись 11-е зимние Олимпийские игры в Саппоро, Япония. Это была первая зимняя Олимпиада, проходившая в Азии. В этот день родились Александр Уман, российский гитарист и автор песен, известный участием в группе Би-2. Евгений Шапошников, советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации. Андрей Чернышов, российский актер театра и кино, телеведущий. Именины сегодня празднуют Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья и Максим.
Якуты издревле олицетворяли зиму в образе быка холода. Считается, что 31 января у быка притупляются рога. С этого дня морозы ослабевают. Мифическое животное каждый октябрь выходит из Северного Ледовитого океана в Срединный мир и приносит с собой зиму. Его большие ледяные рога символизируют крепкие морозы. Постепенно отступают морозы, весна уже близко, и самое время заняться спортом. И кто-то даже считает, что лучший спорт для этого – это скалолазание. Более подробнее об этом мы поговорим с нашей гостьей. В гостях у нас Виктория Романова, ведущий специалист технического отдела управления капитального строительства. Доброе утро. Доброе утро. Виктория, вы являетесь чемпионом города Якутска по скалолазанию 2022 года, имеете 3-й разряд по альпинизму и обладатель золотого значка ГТО. И на сегодняшний день скалолазание, оно вообще становится популярно среди горожан. Расскажите свою историю и как вы пришли в этот вид спорта. Да, действительно, этот вид становится популярнее все. Сейчас у нас больше ребят стало заниматься. Как я к этому пришла? Как сказать, это было, по-моему, 5 лет назад, и меня позвал туда мой коллега тогда. И он занимался как раз альпинизмом, он уже ездил сам в горы, и решил, что для меня этот вид спорта тоже подойдет, потому что я была такой, небольшой комплекции, и он почему-то так посчитал, в общем. И я решила записаться на занятия, меня это затянуло, и вот я до сих пор занимаюсь. За 5 лет у вас очень хорошие результаты. Во сколько, вообще, расскажите, как проходит день человека, который занимается, увлекается скалолазанием? Во сколько начинаются ваши тренировки? Сколько их раз в неделю? Я занимаюсь, получается, 5 раз в неделю, но тренировок у меня 7. То есть, получается, утром, у меня обычно по утрам 3 раза в неделю силовые тренировки. Потом в обед у меня бывает, у нас, кстати, на работе есть, получается, фитнес-зал, где у нас проводятся корпоративные занятия йогой. Я и туда хожу 2 раза в неделю, как раз чтобы развить растяжку, мобилити и так далее. И еще 2-3 раза в неделю занимаюсь уже непосредственно лазанием самим. Это во 2-й школе у нас проходит. Чем вообще этот вид спорта привлекает? Меня, в частности, наверное, это тем, что это весело. Как сказать, он очень... Вроде бы он такой индивидуальный вид спорта. Судя по кадрам, это немножко страшно. Нет, на самом деле не так страшно, потому что там маты лежат. Там, видите, можно еще слышать голоса ребят. Они очень все поддерживают, как мы лазаем. То есть это такой компанейский такой вид спорта. То есть поддержка там невероятная. А как влияет на общее состояние организма и тела? Вообще, есть ли возможность, вероятность сбросить вес, подтянуть свою фигуру? Думаю, да, потому что все-таки там работает, получается, все тело. То есть и руки, и ноги, и пресс. То есть тут нет шансов, чтобы оставаться, как сказать... Хорошо, я соглашусь с вами, что в какой-то момент, может быть, это и здорово, особенно при поддержке, но это занятие в зале. Выезжали ли вы куда-нибудь уже на горную местность? Да. Это, кстати, еще одна из причин, почему это меня привлекает, это скалы. У нас в Якутии это скалы на Еланке, Хангаласский район. Мы также выезжали и в Турцию, в район Гейк-Баири, в Китай, Яншо, крымские скалы тоже были в нашем списке. Как сказать, география, она все расширяется и расширяется. Вы достаточно много вариантов горной местности на себе испробовали, и скал тоже прошли. Да. Скажите, у нас Якутия, кроме того, что у нас, в принципе, есть горная местность, достаточно ли она подходит? Хватает ли высоты? Именно для занятия скалолазанием? Да, для полного развития спортсмена. Да, хватает. Именно скалолазанием хватает. Есть другой вид, это альпинизм. Тут скорее проблема больше в логистике, нежели чем нехватке высоты и так далее. Как-то мы были на Еланке и видели, что даже дети с малого возраста, девочка была участницей, ей было около 5-6 лет, она была очень маленькая, но она была при этом очень ловкая. Да. Дети у нас тоже занимаются с раннего возраста.
даже с 5-6 лет уже родители чаще всего приводят своих детей и так и начинают заниматься. Что дает этот вид спорта, может быть, в физическом и также эмоциональном плане? В эмоциональном плане лично мне это дает какую-то полнейшую разгрузку. То есть я прихожу в зал, мы там занимаемся 2 часа, и это, как сказать, полное отстранение от всех проблем внешнего мира, так скажем. То есть это очень помогает действительно разгрузиться и от работы, и от каких-то хлопот, может, от быта. Очень помогает. Ваше хобби, оно как-то помогло вам в работе? Преодоление высот, может быть, как-то повлияло на ваш карьерный рост? Возможно, не скалолазание повлияло, а именно сам спорт, потому что, как сказать, я стала за все это время более дисциплинированной, более организованной. То есть, если мне какие-то вещи, может, не хочется делать, иногда я могу откладывать, то благодаря спорту, как мне кажется, я стала себя больше, как сказать, больше действовать. То есть перестала откладывать какие-то вещи и, да, больше действий. Есть ли в ваших историях какие-то курьезные случаи, либо, может, экстремальные? Скорее всего, лучше курьезно, но все-таки утренняя программа, чтобы людей зарядить. Ой, курьезные? Было как-то, наверное. Это вот в Китае как раз мы ездили с друзьями. Я там немножко ножку повредила, получается. А мы специально туда поехали, чтобы как раз-таки полазать. А из-за того, что я повредила ногу, это было затруднено. Приходилось иногда, как сказать, из ситуации выпутываться такими неоднозначными способами, но всегда безопасными. Это самое главное. Ваши пожелания тем, кто зарядился, загорелся этой идеей заняться скалолазанием, куда можно подойти, где можно начать приступить к тренировкам? Во 2-ю школу. У нас есть Федерация альпинизма и скалолазания. Мы очень плотно все работаем, и во 2-й школе у нас, как сказать, основной скалодром, где занимаются и взрослые, и дети. Также можно записать своих детей на секцию. И взрослые там по вечерам, по будням всегда занимаются. Большое спасибо, Виктория. Мы желаем вам дальнейшего развития вашей карьеры как спортсмена-скалолаза. Ждем вас с новым разрядом в следующий раз в нашу программу. Ну и, друзья, занимайтесь спортом и берегите себя и свое тело, бодрость и дух. Ну а прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. В студии Кристина Якупова. Путин призвал возместить потери лишившимся жилья из-за обстрелов. Поддержка требуется и тем российским регионам, которые граничат с зоной проведения спецоперации. Крым, Белгородская, Брянская и Курская области. Дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований, сказал президент. Путин указал на то, что многие люди оказались в сложной ситуации, лишились жилья, были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания. Правительству и губернаторам необходимо быстро решить проблему с жильем пострадавших местных жителей. Росавиация завершила отбор получателей субсидий на частичное возмещение расходов на осуществление перевозок внутри России. Авиакомпании «Якутия», «Алроса» и «Полярные авиалинии» вошли в число 33 предприятий, которым направят средства. Данная мера государственной поддержки позволит сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить гражданам доступные авиаперелеты. Также она обеспечит продолжение деятельности российских авиакомпаний и сохранение специалистов авиационного персонала. Средства за перевозки внутри России за ноябрь и декабрь прошлого года начнут перечисляться авиакомпаниям в конце февраля этого года. Далее выплаты будут осуществляться помесячно, согласно фактическим выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях.
В столице региона прошло совещание под председательством главы Якутии, посвященное ходу реализации указа о развитии города Якутска до 2023 года. Указ был подписан в сентябре 2021 года, разработан и реализуется комплексный план мероприятий по 6 ключевым направлениям стратегического документа. Во вступительном слове Айсен Николаев отметил, что в сложившихся политических и экономических условиях вопрос ускоренного социально-экономического развития городов обретает особое значение. Всего на реализацию мастер-проекта Якутска в этом году будет выделено порядка 10 миллиардов рублей. Так, одним из пунктов, над которым продолжит мероприятие по реализации указа главы, будет помощь многодетным семьям. Указ очень, можно сказать, действенный, плодотворный. Мы заметили, как отцы, то, что выделенные участки для многодетных будут полностью газифицированы, электрифицированы. Это очень одна из самых больных вопросов. А также в целом полное развитие города Якутска, которого никогда еще не было прежде. Мы очень довольны, будем работать вместе. Как прогнозируют погоду с помощью новых технологий, для чего нужны метеорадары и метеозонды? Об этом и о другом учащиеся 5 класса 25-й школы Якутска узнали на уроке цифры. Урок цифры – это всероссийский образовательный проект. Он стартовал в 2018 году. В этом году запланировано провести 6 открытых занятий. В том числе школьники знакомятся с IT-профессиями в метеорологии. Новый материал они осваивают через игру и с помощью видеороликов, составленных работниками компании Яндекс. Как говорят сами учащиеся, уроки очень интересные и помогают выбрать профессию. На обычном уроке мы просто, выполняем задания из учебника, но это не так интересно. А на уроке цифры мы узнали новое, как узнают погоду, кто ее узнает. Мы много чего нового узнали, и, получается, мы такую квест-игру играли. Сами, себя в профессии представляли на компьютерах. Поэтому мне очень понравился этот урок. Бывшие рестораны «Макдональдс» возобновили работу в Алматы под названием «Мы открыты». Сеть возобновила работу под вывеской «Мы открыты», и рестораны быстрого питания открыли двери для новых посетителей. Довольно часто мы сюда ходим всей семьей. Очень нравится нам еда, вкусная, удобная ценовая политика, то есть недорого. Мы очень рады, что кафе заново открылось в нашем районе. Есть большие изменения по меню, и по ценам. Мы, конечно, очень обрадовались, что Макдональдс опять открылся, потому что здесь очень нравится моим внукам. Часто очень ходим, часто заказываем. Конечно, мы расстроились, когда немножко прикрылось. А сейчас мы очень обрадовались. Пришли после закрытия, попробовали, вкусно. И будем дальше ходить. Всегда удобно, по ценам всем удобно тоже, не особо дорого. Меню разнообразное. Сейчас зашли, покушали, посмотрели, изменения в меню есть. Названия другие, в принципе, по составу все так же абсолютно. Такие же вкусные, сочные. В настоящее время в Алматы функционирует 12 ресторанов. Еще 2 заведения открылось в Караганде и Костанае. Ранее руководство Food Solution Казахстан заявило, что российскую сеть «Вкусная точка» не заменит Макдональдс в Казахстане. Главная цель организации – это скорейшее возобновление работы ресторанов, а работа над локальным брендом еще продолжается. Но многие все равно согласятся, что самое вкусное на завтрак – это сырники. Вкусное и калорийное блюдо, которое оптимально подходит для того, чтобы начать свой день. Кроме того, полезный состав блюда благоприятно воздействует на обменные процессы. Полезные свойства творога при тепловой обработке не исчезают, а главное – это вкусный полезный завтрак, который придаст силы на весь день. Доброе утро! Меня зовут Инхеева Мария. Я работаю в ресторане «Тимтон» города Нерюнгри. И сегодня мы с вами будем готовить вкусные и нежные сырники. Для этого нам понадобится творог 500 грамм, яйцо 1, мука
1 столовая ложка. Сахар 2 столовые ложки. По желанию можно будет добавить ванилин. Начинаем готовить. Творог можно взять любой. Главное, чтобы он у нас был сухой и рассыпчатый. Если у вас обезжиренный творог, тогда его нужно отжать через марлю, чтобы не было лишней сыворотки. Творог у нас уже протертый, поэтому рекомендую его протереть через сито, чтобы сырники наши были очень нежные и очень вкусные. Итак, наша масса уже готова. Теперь мы формируем сырники. Для того, чтобы у нас сырники не рассыпались при жарке, желательно, когда мы это все замешиваем, постояло, чтобы наша масса 30 минут. Тогда они у нас на сковородке не будут сыпаться. Все ингредиенты соединяются. Теперь наши сырнички мы обваливаем в муке, придаем им форму. Для того, чтобы она была идеальная, можно взять в помощь нож, лопатку, все, что вам будет удобно, чем вам формировать будет удобно. И если вдруг так получилось, что вы не сразу начали жарить сырники, то для того, чтобы у нас был колер красивый, нам предварительно нужно будет тоже обвалять их в муке, так как когда они стоят, мука впитывается, и они становятся влажные. Ну вот, форму сырника мы придали, осталось обжарить их с 2 сторон и убираем в разогретую духовку до 180 градусов на 5 минут. Пожарили с 2 сторон. И теперь мы убираем в духовочку на 5 минут. Итак, наши сырники готовы. Подавать вы можете с любыми ягодами, фруктами, со сгущенным молоком, сметаной и даже шариком мороженого. Кто как любит. Приятного аппетита! Приятного аппетита для всех, кто прямо сейчас приступил к трапезе. Мы двигаемся далее. Для кого-то металлолом, а для кого история. Петербургский коллекционер реставрирует советские автомобили. Коллекционер из Санкт-Петербурга Александр Толчинский реставрирует советские машины и стремится открыть интерактивный музей ретро-автомобилей для детей. На данный момент в коллекции мужчины около 50 автомобилей, и большая часть составляет советские автомашины, в том числе марок «Волга», «Победа» и «Москвич», и даже копия машины Иосифа Сталева. По задумке Толчинского будущий музей будет ориентироваться на детей, поэтому своих подопечных мужчина окрашивает в яркие цвета. Ну, когда началась реставрация, когда начался привезти, доставить, купить, пескоструй, выведение автомобиля, то под конец они мне обходятся каждый по 2-3 миллиона рублей. Тот самый легендарный Кадиллак, на котором ездил итальянский босс чикагской мафии Аль Капоне. А потом эта машина была передали в управление президенту Рузвельту в 1942 году. Автомобили для музея Александр собирает по всей России. В среднем покупка, доставка и ремонт каждого образца обходится ему в 2-3 миллиона рублей. При реставрации механики перебирают машины до болтика. Процесс реставрации занимает долгое время. Но в итоге автомобиль выезжает из гаража на своих 4.
Один из лучших художников-маринистов всех времен, Иван Айвазовский, в 1844 году написал картину «Бурное море». Все его произведения поразительны и удивительны своей реалистичностью и естественностью, хотя и написаны не с натуры, а в художественной мастерской. Мастер считал, что изменение движения каждой стихии, будь то ветер, вода или молния, нереально запечатлеть сразу красками. Поэтому настоящий художник сначала запоминает все увиденное, а затем переносит на холст. Доброе утро! Сегодня я хочу рассказать в новом выпуске рубрики «Музейный гид» о картине выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского «Бурное море». Иван Айвазовский стал художником, открывшим для русской живописи жанр марины, морского пейзажа. Посвятив всю жизнь изображению могучей стихии, художник превратил маринистическую картину в важнейшее явление изобразительного искусства второй половины XIX века. Уникальное живописное мастерство и невероятная сила эмоционального воздействия на зрителя заключили в себе секрет огромной популярности художника еще при жизни. В 1868 году Айвазовский совершил поездку на Кавказ, во время которой создал цикл произведений, впоследствии экспонировавшихся в Тифлисе и Санкт-Петербурге. Среди этих полотен были произведения, на которых запечатлены величавые горы Кавказа. На картине «Бурное море» Айвазовский изобразил кораблекрушение, один из важных лейтмотивов его творчества. Разрушительная морская стихия сопоставляется с могучей твердыней Кавказских гор. Контраст между морской стихией и заснеженными вершинами достигается при помощи особой светотеневой передачи. Чередование темных и светлых планов в композиции добавляет драматизм в изображение события и особое ощущение беспокойства о судьбах героев, которые терпят бедствие. Изображенный в центре едва уловимый корабль привносит относительное равновесие в композицию. Мы видим, что шторм вокруг этого корабля утих, а штиль дает надежду на благополучный исход. Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия приглашает на выставку «Сокровища Третьяковской галереи», на которой можно увидеть и воочию познакомиться с замечательным произведением Ивана Константиновича, а также увидеть другие произведения самобытных, ярких отечественных живописцев. Многие собаководы отмечают, трюковая дрессировка – очень полезная вещь. Здесь от питомца не требуется соответствия каким-то жестким критериям, как при сдаче нормативов, а в основу кладется игра. Трюковая диагностика развивает интеллект собаки, уверенность в себе, а так как это игра, которая увлекает и вас, и ваше животное, улучшаются ваши взаимоотношения. Как же обучить собаку трюкам? Наш эксперт-кинолог приоткроет вам секреты дрессировки вашей собаки. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня, опять же, мы с американским стаффордширским терьером Греттой поговорим с вами про трюки. Что такое трюки и для чего они нужны? Трюки – это ваша игра с собакой, это ваш контакт с собакой и удовольствие от общения, что у собачки, то и у вас. Трюки бывают разные. Трюки – это ваше общение с собачкой, удовольствие, игра, плюс за это собачка получает вкусняшку, это расслабление вашей собаки. Трюки бывают такие, как змейка, как крутись-вертись, домик, обойди. Ну, то есть все, что вам в голову приходит, вы можете собачкой это воспроизвести, сделать. Можете посмотреть в интернете, там очень много разнообразных трюков. Сейчас Грета вам продемонстрирует, буквально 3-4. Начнем, покажем вам команду «Домик». Трюк. Собачка встает перед вами, передо мной. Стоять. Грета, домик. Обходит, между ног садится и смотрит на вас. Супер! Молодец. Естественно, собачку нужно награждать. Либо игрой, либо мячиком, либо вкусняшкой. Пока что вот я награждаю вкусняшкой. Гуляй! Гуляй, гуляй, гуляй! Нет! Иди сюда, передо мной иди. Передо мной. Сейчас мы вам покажем трюк «Крутись-вертись».
Грета, передо мной. Крутись. Да, крутись. Да, крутись. Молодец. Вертись. 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 Еще раз. Да, супер, молодец. Рядом. Рядом. Молодец. Также есть трюк зайка, конь, поклон. Сейчас Грета сделает зайку. Нет. Нет. Только по команде собака должна работать. Грета, зайка. Да, супер. И сейчас напоследок мы вам покажем поклон. Грета, нет, стоять. Поклон. Поклон. Нет, стоять. Поклон. Да. Выпрямляйся. Да, молодец. На этом сегодня все. До следующей встречи в эфире. В Москве проходит художественно-промышленная выставка «Форум. Уникальная Россия». Ежегодное событие в этом году объединило рекордные 1200 участников. Каждый регион привез на выставку изделия декоративно-прикладного искусства, живописи и народных художественных промыслов. Выставка проходит в гостином дворе и продлится до конца этой недели. Чем Якутия удивила посетителей «Уникальной России», узнавала Айсена Бурнашова. Яркий, красивый, нарядный, мех и вышивкой. Я в шоке. Вот, действительно, встречаюсь с такими вещами интересными, которые не сталкивался. И это все о якутских изделиях. Ценителям народных промыслов было на что посмотреть. Вот, например, якутский нож, созданный по традициям предков. Именно это и превращает якутский нож в настоящее произведение искусства. Традиционные якутские ножи, самый средний размер, самый ходовой, универсальный. Сталь 65Г, есть дол, ручка из капа березы, нож на бычий хвост, подвес из плетеных конских волос. Еще одна традиция народа отражена в зимнем пальто буктахсон. Такую шубу носили в 19 веке. Здесь и отделка в виде сакрального сергея, и орнаменты-обереги. Чтобы создать историческое пальто, мастерица Анна Семенова поднимала архивы музея Ярославского. Неделями искала необходимые ткани. Только на шитье ей понадобилось 2,5 года. Это рысь, бобер, мех белки. Ой, внутри тоже внутри все белка отделано. Ага. И с задней стороны тоже очень красиво смотрится. И сколько же вся эта красота весит? Эта красота весит 16 килограммов. И вот эти отдельно вручную держу, потому что в багаже очень трудно. Я шила такое историческое традиционное пальто, чтобы молодое поколение, внуки увидели, какую одежду носили наши предки. Пальто создано по всем якутским канонам, с большой ответственностью и трепетом. Всего выставку украсили работы 9 якутских мастеров. Здесь и дейбир, и шляпка из конских волос, и хомусы. Каждое изделие прошло отбор жюри. Поэтому на выставке «Уникальная Россия» собраны лучшие образцы народных художественных промыслов Якутии. Мы так рады, на самом деле, посмотреть вашу культуру, то, как вы живете. И я смотрю, пользуется популярностью стенд, на нем постоянно люди. Поэтому мы очень рады, что вы с нами. И хотим посетить Якутию тоже. И сделать там мероприятие в формате «Уникальной России», только региональный стандарт такой. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. В начале 2021 года на телеканале «Якутия-24» был запущен специальный проект – цикл передач «Мой адрес Якутия». Идея проекта – рассказать о людях, которые приехали в республику из регионов России и других стран и остались здесь жить и работать. На сегодняшний день работниками телеканала подготовлено более 80 передач. Все они дублируются на YouTube-канале «Якутия-24». Какие передачи стали самыми просматриваемыми, расскажет Виолетта Засимова. За 2 года действия проекта «Мой адрес Якутия» героями передач стали более 80 человек. Среди них врач-инфекционист Нюрнбергской больницы, авиационный техник из Усть-Неры, большая и дружная семья Варданян из Алекминска и многие другие. Коллеги из московского филиала в рамках проекта, наоборот, готовили передачи о якутянах, которые переехали в Центральную Россию. Если отслеживать по количеству просмотров, то у пользователей YouTube, куда выкладывались те выпуски, наибольший интерес вызвали 2 истории, и обе о переезде в Хангаласский улус.
Этим летом вышла передача о Валентине Григорьевой, которая совсем молодой девушкой приехала в далекую Якутию из Ульяновской области работать учительницей начальных классов в маленьком заречном селе Титабя Жемконского первого наслега. Среди новоиспеченных коллег она встретила своего будущего мужа, который показал ей всю красоту северного региона. История переезда Валентины Григорьевой и трогательной семейной жизни с мужем Иваном набрала на сегодняшний день 173 тысячи просмотров на YouTube-канале «Якутия-24». После выхода передачи посыпались отзывы, поздравления и комплименты их паре. Григорьевых даже начали узнавать случайные люди. А однажды в очередной раз сидим там в регистратуре, и рядом две женщины. Потом одна не выдержала, спрашивает: это вас передача была? Да. Ой, так тоже столько комплиментов в наш адрес. Я спросила, откуда они, совсем незнакомые. Мы из Анабарского улуса, из Сыскылаха. Рекорд Григорьевых по просмотрам побила другая семейная пара, переехавшая в поселок Максагало Хангаласского улуса из Луганской области. Покинуть родину Андрея и Маргариту Кондрашовых в 2014 году вынудили последствия Евромайдана. Их история переезда и жизни в Якутии собрала 219 тысяч просмотров, и это абсолютный рекорд среди всех передач «Мой адрес Якутия». Мы точно знаем, что ролик смотрели не только жители Якутии, но и наши родственники, знакомые и друзья, которым тоже интересна жизнь в северной столице России. Уверены, что впереди у вашего канала еще много успешных проектов, а значит, ваша аудитория будет только расти. Проект с этого года поменяет концепцию и название. Теперь героями передач могут стать еще и люди труда, уникальные личности и инноваторы Якутии. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Телепроект «Танцы» на нашем канале в это воскресенье вновь собирает любителей танца. 9 пар любителей и хореографов в третий раз будут выступать с конкурсной программой. И сегодня одна из пар у нас в гостях. Это сотрудник УФСИН Александр Воштер и хореограф Виталина Брылякова. Доброе утро. Доброе утро. Александр, вот первый вопрос к вам. В вашей жизни она связана с танцами? Если да, то когда они в вашу жизнь пришли? Или же это первый опыт? Ну, профессионально танцами я никогда не занимался. Так, где-то в школе бывало там какие-то танцевальные конкурсы. Ну, не конкурсы, а постановки какие-то участвовал. А чтобы так позаниматься с профессионалом, а Виталина профессионал с большой буквы, то это мой опыт впервые такой. Виталина, подскажите, Александр способный ученик? Способный, талантливый, что мне нравится, ответственный и дотошный. Каждый раз переспрашивают, а именно так движение или так, что меня очень радует, и с удовольствием делюсь своими знаниями. Но это, очевидно, радует не только вас, потому что многие телезрители отмечают, что с каждым разом, с каждым новым выходом ваши навыки становятся гораздо лучше. Вот Александр даже отмечает, что у вас появилась какая-то уверенность в себе, или вы также все волнуетесь перед выступлением? Ну, перед первым эфиром волнений было, конечно, немножко побольше, все-таки это впервые такой опыт был. Но тут еще благодаря, видимо, занятиям, тренировкам, очень много домашнего задания мне задают, я репетирую также вечером дома, оттачиваю навыки какие-то, стараюсь, чтобы пройти как можно дальше, дойти до финала и победить. Что вы танцуете, вот то, что мы показываем сейчас на экране? Вот я вижу конкретно, это огонь во всех смыслах. Что это был за танец? Это был танец танго. Как вы подошли к выбору танца? Как долго готовились? Было 4 тренировки у нас. К выбору танца практически определились еще на первом эфире. Нас один из жюри дал нам пожелание, что они хотят видеть нас в танго. Я подумала, они мои мысли читают. Из предложенных Александру танцев, там был квикстеп, вальс, ему понравился танго, и мы решили взять танго. Александр, почему вы выбрали танго? Ну, желание научиться танцевать танго было давно, просто не было для этого времени и возможности. Пользуясь случаем,
решил научиться танцевать танго. Можно Очень нравится сказать, этот что танго. у вас все звезды сошлись для того, чтобы ваши желания и стремления, они все реализовались. Виталина, как хореографа, чем вас заинтересовал этот проект? Ну, в первую очередь для меня это вызов, потому что ставить танцы нетипичные, которые я обычно занимаюсь, это бальные танцы, а тут надо и народные, современные. Для меня это такая зона дискомфорта, и мне интересно, насколько я справлюсь с этой задачей. Александр, кто вас поддерживает во время участия в конкурсе? Меня поддерживает супруга, 3 детишек. Также меня поддерживают коллеги, родители, родственники, друзья. И помимо Якутии, в Самарской области, в моем родном городе Октябрьске, в Тольятти, в Москве, в Сызрани, в Брянске. Меня все поддерживают. После эфиров звонят, поздравляют, напутствия какие-то говорят. У вас очень большая, получается, территория группы поддержки. Расскажите про свои первые ощущения, когда вам предложили участвовать в этом конкурсе. Вообще, когда-нибудь, хотя бы пару месяцев назад, могли бы вы предположить, что будете на телевидении еще и танцевать? Честно, когда узнал, что такой проект, я с удовольствием согласился поучаствовать, попробовать себя, так сказать, в новой атмосфере, получить новые эмоции, вдохновение какое-то. Проект «Танцы» для нашего телеканала, он сравнительно новый, и вы самые первые. Поделитесь своими впечатлениями. Тяжело ли задавать планку для дальнейших участников, для дальнейших сезонов? Конечно, тяжело. Каждую неделю готовить номер очень сложно, потому что обычно на это уходит несколько месяцев, может полгода уйти на постановку номера, а тут каждую неделю новый номер, плюс еще поиск костюмов, это еще отдельный квест. Вот. Еще плюс, когда человек мало имеет навыки хореографические, еще его и обучить, это еще то приключение. Александра, а подскажите, как среди участников складываются отношения? Есть ли прям конкуренция, либо вы все одна дружная танцевальная семья? Мы еще на первом эфире все подружились, все очень общительные, мы как бы сразу нашли все общий язык. А конкуренция очень сильная, каждая пара в чем-то уникальна, у каждой есть какая-то своя изюминка, поэтому тут говорить, кто-то фаворит, кто-то не фаворит, тяжело. Кого вы самых первых считаете своей, можно сказать, главной угрозой, может быть? Ну, наверное, таких нету, потому что они все интересные, каждая пара уникальна, и каждая достойная победы. Тем не менее, по результатам прошлого конкурса, который прошел в прошлое воскресенье, проект 2 пары набрали наименьшее количество голосов по одобрению жюри. Это пары Иван Касанов, Анастасия Никитина и пара Владимира Иннокентьева и Ольги Павловой. Вот кто, на ваш взгляд, достоин того, чтобы продолжить участие и остаться в проекте? Обе достойны, потому что мне они обе нравятся. У каждой пары есть свой какой-то стиль, шарм. Мне очень интересно посмотреть и на тех, и на других, что у нас в будущем, какие номера ждут в творчестве. Поэтому это очень сложно выбрать. Александр, что вы думаете по этому поводу? Я тоже не могу сказать. Сложный выбор, поэтому пожелаю всем им удачи. А вообще, как вы можете оценить, жюри справедливо оценивают, либо они все-таки очень строгие? Да, они строгие, безусловно. Это сразу понятно было по нашему первому конкурсному соревнованию. И претензий не имеем. Точнее, я точно не имею. То есть это объективная оценка. Виталина, Александр, что ждет наших телезрителей уже в это воскресенье? Что вы нам готовите? Мы готовим очень оживленный танец. Мне в постановке он дался непросто. И надеемся порадовать вас другими эмоциями, другим образом, совсем отличительным, нежели мы сейчас находимся. Александр? У нас все номера абсолютно разные получаются. То есть нету примерно похожих, поэтому
раскрывать все тайны не будем, но номер действительно оживленный, дается он не очень легко, там есть и тяжелые элементы, поэтому попытаемся удивить зрителей. А мы будем с удовольствием ждать вашего выступления. Желаю вам успехов и удачи. Ну и надеемся, что с вами встретимся еще раз в нашей студии. А я напоминаю, что проект «Танцуй» проходит каждое воскресенье в прямом эфире в 18:00 на телеканале «Якутия-24». Прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги с информационной службы с последними актуальными новостями. Комитет по делам семьи и детства провел парламентские слушания по итогам Года матери. На протяжении прошлого года в регионе была проведена большая работа по улучшению экономического положения женщин, повышению роста благосостояния, созданию условий для сохранения здоровья. Всего было утверждено 168 мероприятий. Внедрены льготное посещение многодетными семьями государственных учреждений культуры и спорта, расширены механизмы реализации жилищной программы. Более 93 тысяч женщин обследовали свое здоровье, 7,5 тысяч получили поддержку при трудоустройстве и более 1 тысячи женщин повысили свои профессиональные навыки и получили возможность открыть собственное дело. По итогам слушаний будут составлены задачи и цели на текущий год. Есть мероприятия, которые носят долгосрочный характер, то есть это не заканчивается 2022 годом, а будет дальше развиваться, двигаться, и они нашли начало именно в Год матери. Конечно, это целевой капитал «Дети столетия», то, что продлено еще на 5 лет дальше. Да. Также, конечно, те вопросы, которые оказывают поддержку приемным семьям, многодетным семьям. И здесь, чтобы эти направления развивались, конечно, необходимо нам вместе работать, чтобы и финансирование было, и эти направления развивались во благо семей нашей республики. В Мирунском наследии Устьялданского района к 2025 году планируют обеспечить теплоснабжением всех жителей. На данный момент печкой отапливаются более 400 домов. А всего в наследии работают 13 котельных, 3 из которых принадлежат частным предприятиям. Что, конечно же, помогает подключению частных домов к центральному отоплению. Одним из таких предприятий является «Арман», который обеспечивает теплом значительное количество жителей микрорайона Радио Тумул. В данное время все котельные функционируют хорошо, сильные морозы прошли без последствий. Что касается котельной ООО «Арман», то она работает в одном из самых больших микрорайонов нашего наследия, где находится около 160 жилых домов. В данное время от этой котельной отапливается 60 жилых домов. И у нас в планах стоит дальнейшее подключение жилых домов этого микрорайона. До 2024 года планируем подключить еще 100 жилых домов этого микрорайона путем умощнения данной котельной и строительства новой котельной в западной части этого микрорайона. Свыше 20 якутян приняли участие во всероссийской акции «Случайный вальс». Мероприятие приурочено к 80-летию победы советских солдат в Сталинградской битве. В стенах мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» развернулся настоящий бал с участием студентов, педагогов и общественников. 12 пар кружились в вальсе под наставление хореографа. Многие танцевали впервые. Организаторами выступает молодежка Народного фронта. Традиционный танцевальный флешмоб проходит по инициативе добровольцев с 2017 года. Отметим, что такие акции помогают сохранить культурное наследие и историческую память. Готовиться мы начали к акции еще в декабре, а уже сами подготовки по костюмам у нас заняли примерно 2 дня. Акция является народной, а все приближенные, то есть это неравнодушные люди и просто патриоты, настоящие патриоты. Акция проводится каждый год, и с каждым годом все больше и больше неравнодушных людей приходят на наши мероприятия. У меня на этом вся информация. Мы продолжим следить за развитием событий.
Впервые за долгое время для представительницы якутской школы женской борьбы завоевали медали престижного международного турнира Иван Ерыгин. Студентки училища Олимпийского резерва Севиль Назарова и Александра Карамзина в сложных схватках завоевали бронзовые медали. Как шла борьба за бронзу, девушки рассказали моему коллеге Александру Хавренко. Женская борьба в республике развивается со второй половины 90-х годов прошлого столетия. Самыми известными представительницами этого вида спорта были Екатерина Мельникова, Анастасия Табаева и Анастасия Шавлинская. И после них девушки-борцы выезжали на различные турниры, но особых успехов не добивались. Но в этом году на Гран-при Иван Ерыгин две представительницы якутской школы борьбы Севиль Назарова и Александра Карамзина завоевали бронзовые медали. Вот Назаровой семьи мы были уверены, что она войдет в тройку. Мы даже рассчитывали на финал. А вот Александра Карамзина, как говорится, у нас первый раз стала бронзовым призером. Там, может, видели, в финале за третье место она за 9 секунд сделала бросок кочерга и этим добилась победы со счетом 4-3. Севиль Назарова пришла в зал борьбы во втором классе. До этого год занималась танцами, но занималась ими без особого удовольствия. А потом вместе со старшим братом пришла в зал борьбы и до сих пор все свободное время проводит на борцовских коврах. И долгие тренировки дали свои плоды. Севиль – бронзовая призерка одного из престижнейших турниров по борьбе. В первом круге я отборолась с девочкой с Иркутска, Елизаветой Чесноковой. Схватка немножечко тяжелая прошла, потому что первый круг, немножко одышка, пока втянешься. Отборолась 8-4. Второй круг я вышла на заслуженного мастера спорта Ирину Алагонову с Бурятии. С ней отборолась не очень хорошо, как хотелось, конечно. Проиграла, после чего она вышла в финал, и я боролась за третье место с монголкой. С ней я закончила схватку 4-1, туше досрочно, поймала на свой коронный прием и положила. Александра Карамзина также пошла на борьбу вслед за старшим братом. И сейчас уже не представляет себя в каком-то другом виде спорта. Бронза на Ерыгинском турнире подстегивает девушку продолжать тренироваться и стремиться к новым наградам. У меня первая схватка была с буряткой. Там 3-1 был счет. Я выиграла. Потом вторая схватка с иркутская девушка. А за третья схватка проиграла. Она вышла в финал, Тюмрекова Мария с Кемерово. И 7-0 проиграла, и она первая стала. И за третье Смирнова Елизавета с Чувашией 4-3 выиграла. Впереди у девушек сборы и подготовка к чемпионату России, который пройдет летом. И девушки надеются, что уж там-то они выйдут в финал и привезут в Якутию золотые медали. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Ну вот и подошел наш эфир к концу. Друзья, всем желаю плодотворного дня и отличного настроения. Это была очень интересная и насыщенная неделя. Надеюсь, мы сделали все, что было в наших силах для того, чтобы создать вам правильное настроение на весь день. И по традиции наш пятничный эфир мы завершаем музыкальной композицией. Отличного дня. Увидимся на следующей неделе.